Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вашего мужчину и узнаем его планы, его намерения и его действия, конкретные действия. То есть совпадают ли его планы с его действиями. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите по имени, так и спросите, что ты планируешь, что ты думаешь, как будешь действовать и вообще каких действий от тебя ждать. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы моими руками все открою. То, что сейчас открою, это очень важно. Так, ну что, девчонки, готовы услышать правду? Мужчина вышел очень беспокойный, нервный, беспокойный, такой весь, знаете, на эмоциях. Эмоции тут как белочки с дерева на дерево скачут. Сам себя не понимает. Какой-то повышенный уровень тревожности в этом мужчине. И мысли у него путаются. Вот именно в момент, когда мы смотрим эту отсыпочку, мысли очень путаются. И я могу предположить, что он либо спит, либо он выпил, либо действительно у него какое-то нервное состояние, нервное потрясение. Смотрите, чем может быть вызвано последнее, да, то есть вот это нервное потрясение. Но тут чувство к вам, открытие чувств к вам, оно его, ну прям так, знаете, трясет. Он не понимает, что с ним происходит. Прям, знаете, какой-то мощный поток в него вот прям ворвался, осознание, что ох, а я же, оказывается, влюбленный. Ой, а я, оказывается, люблю ее. Да, вот наконец-таки дошло. Может быть, еще не совсем информация как усвоилась, да, но уже процесс пошел. У него были одни планы, но я так смотрю, что действия у него не совпадают. Вот планы и действия у него совершенно не совпадают. Кроме одного, быть с вами рядом. Вот у него в планах, да, быть с вами рядом. И с вами рядом он будет. То есть, знаете, будете его гнать, будете его там, ну не знаю, там посылать, он все равно не уйдет. Не уйдет, он прям к вам уже приклеился. Между вами очень сильная связь. И эту связь ее невозможно так просто взять и перервать. Смотрите, ну планы, какие планы? Соблазнить, напоить, уговорить. Куда-то еще с вами тут собирается, или не знаю, либо вы куда-то собираетесь, а он хотел бы навязаться. Вот. Хотел бы, чтобы вы ему больше доверяли, либо, возможно, больше о себе рассказывали. Почему-то ему кажется, что у вас есть какие-то секретики от него, какие-то секреты, тайны. Его это очень беспокоит. Но опять же, с чем это связано? Возможно, у него прошлые воспоминания очень свежие, что там как-то его там обманывали, за нос водили. И вот он, как может, себе обещание дал, что я должен все знать о своей женщине, да, чтобы этого не допустить, чтобы этого никогда не происходило. Тут я не очень хорошо понимаю, у него какое-то желание чего-то добиться, либо получить какой-то результат. Вот. Почему там вы участвуете? Либо вы ему будете помогать, либо он хотел бы, чтобы вы ему помогли чего-то добиться, что-то получить. Либо он хотел бы, например, добившись чего-то, принести вам этот результат. И смотри, женщина, какой у тебя там добытчик, да, смотри, какой я классный, героичный, я могу и то, и сё, и это, и пятое, и десятое. То есть как-то интересно у него здесь проходит. Я не могу сказать, что мужчина вами пользуется. Нет у него таких мыслей. Наоборот, у него желание вам давать. Вот смотри, вот шкура мамонта, вот там шкура льва, это шкура там динозавра, да, вот смотри, какой я классный, давай тебе там сапожки сделаем. Ну, утрированно, конечно, говорю, но вот у него есть это. Есть, может быть, у мужчины нет большого результата в жизни, может быть, он не богат, может быть, нечем похвастаться, но
ради вас он готов и очень хотел бы чего-то добиться, вот, чтобы вы им повосхищали, чтобы вы им гордились. В принципе, похвально. Вы для него прям стимул и прям мотиватор такой очень серьезный идете. Ради вас, для вас. Девочки, я вас умоляю, если мужчина будет что-то для вас делать, дарить, либо поступки какие-то совершать, даже если они там пустые, да, эти поступки, либо такие с придурью, вы его, главное, не ругайте и не отказывайтесь от того, что он для вас делает, либо от того, что он вам дает. Серьезно вам говорю, если вы ему зарубите вот это дело, да, когда он, вот смотри, я там добился, я для тебя принес, но у него желание пропадет. Это очень важно. Часто девчонки там замуж выходят и говорят: ой, муж там ничего для меня не делает, там не покупает и не дарит. Вот. А если поразбираться, оказывается, что она там когда-то в начале там поскромничала и говорит: да зачем ты там деньги тратишь, зачем ты мне то, все. Вот. И у него так все это отложилось, он говорит: а, не надо, значит, я не буду на тебя тратить. И все. А потом время идет, и становится и обидно, и противно, когда смотришь на других, да, у которых там мужчинка как пчелка, там туда-сюда, там ведерки носит ей домой. Вот, поэтому не совершайте эту ошибку, даже если вы дама сверхскромная, даже если вам не нужны никакие подарки, да, никакие там от мужчины там цветочки и прочее, прочее, все равно принимайте и принимайте с улыбкой, чтобы он думал: вот, я ей принесу что-нибудь, а она мне улыбнется. Это так должно быть. Так вот оно заложено в нем, и не надо с этим бороться. Пусть оно так и будет. Чтобы потом не сожалеть, что ой, ничего не носит. Ничего не носит. Время идет, а он ничего не приносит. Так что, мои хорошие, принимайте от него. Вот. Ему и так, знаете, страшно. Он в этом не разбирается. Он не знает, что вам нравится. Он не знает, как вы отреагируете. Он там идет на этих ватных ногах, тащит вам то колечко, либо там тот цветочек. Ну, насколько там денежек у него хватает. Вот. И самое страшное — это вот увидеть ваше такое постное лицо, либо негодование. Вот это ему страшно. Так что, мои хорошие, он несет что-то, дарит. Вы такая: опа, улыбаясь, вы какой ты молодец, спасибки. Ой, всегда мечтала, всегда хотела. Как же ты меня порадовал, молодчинка и 5-е, 10-е. Ну, в таком ключе. Поверьте, вы его так простимулируете, он вам всегда будет что-то приносить, и с каждым разом эти подарки будут становиться все лучше и дороже. Дальше, мои хорошие, что он конкретно будет делать? Ну, я уже сказала, да, будет с вами рядом находиться. Он будет пытаться, смотрите, он будет пытаться как-то завуалированно о себе рассказывать. То есть он будет говорить: вот ты знаешь, у меня есть друг, и вот такая история с ним приключилась. Либо: ой, у меня там какой-то родственник, и вот то-то, то-то с ним произошло. Вот знаете, все эти истории будут на самом деле про него. Он будет прощупывать, и он будет смотреть на вашу реакцию, как вы отнесетесь, как вы отреагируете, будете ли вы критиковать, либо наоборот поддержите. Вообще, какое у вас мнение. Вот таким образом он будет изучать вас и изучать, ну, скажем так, ваше отношение, да, к его жизни, к его каким-то поступкам. Еще он будет вас о чем-то тоже расспрашивать, причем прям будет ковыряться в вашей личной прошлой жизни, либо в ваших каких-то родственниках. То есть он будет искать, ну, как бы это сказать, да, он не будет искать ваши узкие места, но он будет искать точки соприкосновения с вами. Вот на чем вы можете объединиться, на чем вы можете, что общего между вами есть. Ну, как-то глупо это все выглядит, но тем не менее. Так, а еще, если вы с родственниками еще не знакомы, то он будет как-то очень вас аккуратно подводить к этому моменту, чтобы познакомиться с родственниками. Если вы уже знакомы, он будет пытаться как можно чаще вас туда, к родственникам возить, ну, то есть там к родителям своим, или там, кто у него там ближайшие. Ему очень важно, чтобы вы общались, чтобы между вами была дружба, чтобы был мир. И я понимаю, что не все девочки готовы это принимать, не все хотят этого, но если вы хотите будущего с этим мужчиной, для него это сверхважно. Да? Можно там пойти, посидеть там часик-полтора, потом вежливо откланяться, да, и пойти там дальше с ним гулять. Но если вы будете отказываться, говорить, что ой, я там не готова, я не хочу, там голова болит, еще что-то, да, вот это может прям подпортить ваши отношения.
Для него очень важно, чтобы родственники одобряли вас, и чтобы вы одобряли его родственников, чтобы был мир, чтобы была идиллия. Важно для этого человека. Потом поженитесь, уже что-то свое будете придумывать. А до этого момента лучше поближе. Если вы в паре, в браке, есть такие люди, кто меня смотрит, кто зашел именно на эту отсыпку, между вами сейчас вот какая-то кошка пробежала, что-то не ладится, не клеится. Смотрите, мужчине, конечно, очень хочется показаться правым, либо добиться вашего признания, чтобы вы прям так пришли, там, не знаю, там, упали на пол головой ниц и начали говорить: прости меня, мой там самый умный, прекрасный муж, я была там не права, каюсь, признаюсь, готова понести наказание. Но это, глупо, да, глупо, этот человек об этом думает. Вот. Как будет себя вести? Будет подлизываться, будет сам выходить на контакт. Может быть, это не будет вот прямо, у кого-то отыграется прямо, придет и скажет: да ладно, что ты дуешься, давай там куда-нибудь сходим, либо я тебе что-нибудь куплю. А у кого-то будет вот создавать какие-то ситуации, когда вы вместе будете решать. Да? Начнет он там искать что-нибудь важное и вас привлечет. Пока будете вместе искать, помиритесь. То есть как-то хитренько будет поступать. Так, еще я вижу у кого-то совместную поездку. Выглядит как отдых. Может быть, поедете отдыхать, может быть, поедете за город, да, там, в лес, на дачу, в другой город, может быть, поедете погулять. Смотрите, будьте там поаккуратнее, поменьше там с посторонними мужиками общайтесь, флиртуйте, потому что мужчина может среагировать как бык на красную тряпку. Оно вам не надо совершенно, да, едете хорошее настроение, хорошие положительные эмоции получить. Зачем вам вот эти все разборки, зачем вам ревность? Особенно если мужчина у вас, не пьющий, а выпивающий, да, у кого пьющий, то вообще ужас, что с ним может происходить под допингом. У кого выпивает, тоже, знаете, как вот это вот горящая вода, да, в голову ударит, и поди знаешь, что он там себе придумает. Будьте поаккуратнее. Идея хорошая, но мужчина немножко может подкачать в плане поведения. Так, что еще? Здесь у мужчины что-то будет наклевываться в плане своей реализации либо работы. И он будет с вами советоваться. Не гоните его. Даже если вы ничего в этом не понимаете, в его там работе, в его делах, не гоните, дайте какой-нибудь дельный совет. Да? Работать это хорошо, не работать плохо. Да? В принципе, как поучаствуйте, покажите, что вы готовы участвовать в его жизни, покажите, что вы разделяете его там успехи, поражения, не знаю, что там у него происходит. Это очень важно. Но мне мужчина этот, конечно, ему бы быть посмелее, поактивнее, уже бы все у вас случилось, получилось. Но он, видите, как осторожничает, возможно, имеет на это право. Я вижу, что многим девочкам вообще непонятно, что там мужчине в голове происходит. Да, это какой-то темный лес, какое-то болото. Да, чем больше пытаешься в нем разобраться, тем менее понятно, что происходит. Я вам скажу, он просто осторожный, очень осторожный. Вы смелая, вы пробивная, вы активная. Если надо, пойдете, не знаю, лес срубите, море осушите. А он нет, он не такой, как вы. Вы же знаете, как вы его привлекли? Тем, что вы яркая, самобытная, такая, горите во всем, у вас страсть такая невероятная. А он такой серенький сморчок. Да, увидел жар-птицу, и вроде как и хочется, и что с ней делать, и боюсь, и люблю, да, и прям ходит вокруг вас и не знает, что сделать ему. Ничего, вы его приведете в норму, да, еще человека с него сделаете. Но для тех, кто в браке, здесь понятно. Мужчина чувствует себя немножечко статусом пониже, да, вы его сделали в каком-то разговоре, либо за годы совместной жизни поставили его на место, а может быть даже загнали его в какой-то угол. И он там, конечно, упирается, да. Но будь он более позговорчивый, все классно у вас было. Ничего, до него еще дойдет. Дойдет, все нормально будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.